Всем привет, друзья! Сегодня у меня съемка другой локации. Я на улице, я во дворе, прогуляюсь, посмотри, что там наработали за неделю Маша и наши помощники. Ну, я смотрю, уже дрова там еще остались, а поленица наполненная дровами. Вот. Основную работу, вот 2 пачки машины, мы привозили 3 пачки дров, 3 машины, то есть. И 2 пачки влезла в дровяник, такой сарай, поленницу, а 1 пачка осталась. Ну, и ее будем складывать уже по мере того, как совсем снег сойдет. И прям на месте сделаем такой небольшой дровяник, импровизированный такой, между кольев, и туда сложим. Потом уже первые месяцы зимы, чтобы когда еще снега мало совсем и нету метели еще, мы это быстренько потратим, растопим печки, и как бы все будет хорошо. Дрова, как говорится, пускай немножко излишние, не колбаса, не испортится. Вот. У нас сегодня прекрасный день, вообще солнечно, можно сказать даже, ну, ветер такой чуть-чуть есть, но ничего страшного. В тени -3 показывает, в тени -3, но на солнышко, думаю, все равно полегче, ну, потеплее. Умка просится на улицу, ну, погулять из вольера, но пока его еще не выпущу, я сегодня думаю съездить по Нившире, по центральной дороге. Давно уже не ездил по этой центральной дороге, и новые подписчики уже тоже много прибавилось на канале. Я давно, действительно давно не ездил по Нившире, я уже соскучился сам. Съезжу, ну, пока там асфальт не закончится. Съезжу километра на 2, наверное, всего. Вот, съезжу по Нившире и обратно поеду. А так потом во дворе нечего и показывать. Снег везде, на огороде снег, как говорится, на дороге лед, все это самое, лужи, очень много луж, и ямы такие опасные стали. Сверху лед уже под солнышком гниет и не выдерживает, то есть можешь провалиться в такую яму, что я запросто могу перевернуться. Вот так. Ну а что в дальнейшем? В дальнейшем просто прогуляемся, друзья, по нашему селу, по центральной дороге. Каких-то особенно важных там предприятий, зданий нету. Ну, просто, может, кого-то встретим, а может и никого не встретим. В последнее время сейчас еще чаще улица пустынная в деревне. Летом более-менее так, а зимой, весной, осенью более пустынная такая. Но сегодня такая погода классная. Прям вот я могу вот здесь просто ноги вытянуть и спинку отпустить и лечь просто и отдыхать на солнышко, загорать. Очень приятный день такой, думаю, получится хорошая сегодня прогулка у меня получится. Вода в колодце прибыла уже. Помните, я рассказывал, что у нас в колодце уровень воды снизился. Сейчас уже предостаточно, и стиралка обратно подключена, ванная, и все это подключено. Сантехническая вода уже все в норме уже. Не надо ничего ведрами таскать, только ведрами таскаем. Многие удивляются, почему, говорит, Маша, ведрами, что, говорит, водопровода нету. Мы из колодца, где пьем, только ведрами таскаем. Чисто колодезную воду, ключевая вода там. Поэтому на еду, на приготовление только чисто колодезную воду таскаем. Вот. Ну что еще сказать? Сейчас съездим еще во двор, что там у нас творится потихоньку. Посмотрим. Конечно, Умка будет там ворчать сейчас, просится на улицу, то есть на прогулку. Но я ее, если отпущу, она пойдет со мной в Нивширу, как это было пару лет назад, и тоже может пропасть. Она такая собачка, что может пропасть. Вот смотрите, сколько еще такие начищенные сугробы. Это еще будет все таять, друзья. Это все превратится в воду. Вот. Это все превратится в воду еще. Здесь, смотрите, огород какой. Вот, огород. Посмотрите, сколько
снега еще на огороде. Очень много снега на огороде. Смотрите, ну, как будто даже и не затронуло еще. Мангал у нас открылся, но для шашлыков пока рано еще. Мангал открытый. Можно, ну, к примеру, можно уже, ну, сейчас поздно, мясом уже не будем баловаться, конечно, но через месяц уже точно пойдут наши шашлыки майские. Так, здесь у нас что? У нас здесь, видите, дровяник заполнен полностью. Вот. У меня сегодня Катерина оператор. Видите, дровяник полностью заполнен. Вот. Оба как бы сарай такой, и на две части он разделен. И обе части, как говорится, заполнены. Так, собаки, не, посиди там, Айда, еще. Рано еще гулять. Айда тоже просится на улицу. Ну, вернее, на прогулку, я все время говорю, на прогулку, улицу говорю. Тоже просится на прогулку. Ничего, потерпишь еще чуток. Потому что, когда я еду в Нившеру, например, они гонятся за мной, потом не смотрят, ни машины не смотрят, ничего такое, по центральной дороге, а там асфальт, ездят машины, иногда быстро даже, и могут задавить запросто. Поэтому чисто по деревне я на прогулку собак никогда не беру. Ну и людей пугают еще. Вот. Только вдоль речки, когда гуляем на природе, там, далеко от деревни. Вот тогда собак запросто на прогулку хорошо. Около речки, там в речке они купаются и все такое. Вот так. Ну, такое долгое вступление у меня сегодняшнее видео. Это и видео и будет, друзья. Это видео и будет такого прекрасного дня. Небо голубое, солнышко, тепло на улице. Дрова таскали, да видите, здесь уже, ну, все как бы начала портиться дорога. Хорошо, что успели вовремя. Ну, я по прогноз погоды очень следил, чтобы я в один год, друзья, я проморгал это потепление. У меня здесь хоть картошку было сажай, что случилось с этим участком. А потом каждый год слежу, как только вижу, что грядет потепление, сразу стараюсь собрать помощников и заносить дрова вот в этот сарай, в этот дровяник. Вот. Ну что, съездим, посмотрим, прогуляемся по нашему селу. Ну так, чуть-чуть, краешек села, ну не краешек, чуть-чуть захватим село. Село-то большое, оно длинное, по всему селу кататься не получится у меня сейчас, потому что ну, бездорожье и сезон такой. Ну что, друзья, поехали. Наверное, трясучка сильная, конечно, на камеру пойдет, потому что скорость чуть-чуть побольше, чем у старой коляски. И асфальт за зиму уже прохудился. Прошлый год вроде как отлично еще было. Ну и прохудился. Так. Просто прогуляемся, насколько нам хватит терпения. И поснимаем, что на дороге творится. Так. Чалам. Здорово, Сергей. Чалам, Василий. Ок пурчиваш кепиште. Что гуча паштаны сюда? Деля куджемый. Нормальные. Пукмаля. Пукмаля, я, значит, абулек. Мы когда шулус Ленин покойник шулус. Юну гебе верман бур, а корпа юну те полоско, секипе, делепе значит лёг. Ну да. Ломы чаводу без гулять не бетаны. Конечно. Ветля. Ну. Ваня, здоров. Чалам? Так суйта? Да? Только багажника спускать, да? Куска? Вот, мы не чарим данные. Коля Гортин? Коля Мунес Гарвием, Почегарка. Кучега. Кола Котельная. Дорога что-то, друзья, не очень. Все это в ямы превратилось за зиму.
Гриш, вами дрезастая. Здравствуйте. Ну что, друзья, едем дальше. Здесь вот участок более-менее такой нормальный еще. И ехать одно удовольствие. Но потом там ямы, ямы, ямы. За зиму асфальт сильно прохудился. Смотрю, да, очень сильно прохудился. Эти участки такие не очень приятные. Вот. Это новая коляска, вот, очень резкая такая. Я не знаю, как снизить вот эту чувствительность. У старой коляски менее такая чувствительный джойстик, и я привык к ней. Теперь этой коляске привыкаю, и никак не получается. Все равно очень получается резкие движения на данный момент. Сейчас, помните, я дом когда-то снимал, каким он стал красивым. Очень красивый дом. Видите, обшил дома. Очень уже старенький такой дом был. Вот, а сейчас такой красивенький. Вот. Я, наверное, быстро сейчас немножко уменьшу скорость, это слишком же быстро я еду. Нету, видите, ну, пару человек встретил, конечно, на дороге, но в основном никого нету. Ну, вдали я уже, наверное, не раз показывал, но которые новые подписчики, это детская площадка летом. Летом более-менее такая, не знаю, видно, нет, из-за снега. На все еще в снегу. Вот такие фигурки там. И еще в снегу. Деток нету. Деток нету, если честно. До лета тут пока тишина будет. Вроде как нормально, уже прогуливаться можно, свежим воздухом дышать можно. Ну, весенний воздух все равно он не такой, как летний воздух, все равно немножко, да, немножко прохлада идет. Даже просто безветренная погода, едешь на коляске 15 км в час, когда едешь, все равно чувствуется прохлада. Я уже говорил, что зданий как таковых не было, нету серьезных. Вот это здание раньше, вот во время моего детства, вот это здание было сельсоветом. Сельсовет тут был, ну, как говорится, центр жизни Нившеры. Здесь и свадьбы, и регистрация, и прописка, ну, сельсовет, одним словом. Сейчас сельсовет в другом месте. После этого здесь магазин еще в одно время какой-то, ну, наверное, несколько, я не знаю, может, год в общем магазин еще был, лавка купить. Вот. Тут здание моей юности был здание сельсовета, администрации. Дом моей землячки, сейчас она живет в Америке. Елена, не знаю, смотрит или уже нет, я просто покажу ей дом родной, может быть, увидит, ну и просто посмотрит. Каждый год стараюсь показывать вот этот дом Елена. Не знаю, видите на камеру или нет. Вот. Думаю, увидите. Здравствуйте. Вот как выглядит ваш дом, Елена, если смотрите с Америки. Далека Америка, но я хочу показать вот. Все по-старому. Окна целые, веранда целая, дровяник целый. В общем, дом еще стоит. Если посмотрели, увидели. Вот. Вот уже знакомые впереди там показывают. А потом дальше там асфальта как такового нету. Здорово! Сергей Иванович, Привет. Ок порчиге пише. Здорово, чао. Давай, здорово. Мегана. Гуляй там. Техника на. Поговорили, так дальше поехали. Как говорится. Сейчас ездим. Там церковь поснимаю еще. О, вот здесь забыл показать вам, друзья.
Здесь вот дом у Лидии Кузьмичны, вот за этими кустами, там синяя веранда, моей тещи дом там. Вот. Вот этот дом. Заезжать уже не буду. Вон там, вдалеке. Синий с верандой дом. О, здесь продают что-то. Что здесь продают? Сейчас вернем, посмотрим. Ой. Сейчас вернем, посмотрим. Здесь что-то продают. Ну и будут это браузалами. Крынкопки. Без Маши мне тут ничего делать. Я ничего не понимаю. И вон второй там. Тоже на втором участке продают. Вот с этого места, друзья, очень хорошо снимается. К самому храму уже там дорога еще не растаяла, скользкая, не буду подъезжать. Вот сам храм отсюда поснимаю, потому что у меня камера отличная. Отличная камера, и еще, как говорится, будет видно. Вот смотрите, какой храм у нас, величественный, можно сказать. Для тех, кто не видел еще, новые подписчики. Храм Василия Великого. Смотрите, как на солнышко. Сегодня отличная погода, и как раз вот эти купола всегда на солнышко блестят золотом. Покрытые сусальным золотом. Храм очень красивый. Очень красивый. Колокольня там. В праздники колокольня работает. Конечно же, можно это все приблизить квадрокоптерам, поснимать, но время такое, что сейчас запретили полеты квадрокоптерам. Ну, это понять тоже можно. Время такое нелетное, как говорится, и мы закон нарушать, конечно же, не будем. Но смотрите, какой храм. Очень красивый храм. Вот там дальше это гостиница и дом батюшки. Не знаю, там сфокусируется, нет, вот это типа, там еще во дворе очень такой комплекс большой, надо мне туда внутрь прям заехать, во двор, и поснимать. Там есть гараж, там есть часовенка такая маленькая. Ну, вот сам вот храм вот так выглядит, друзья. Очень-очень красивый. Нившерский храм. Построил его Василий Михайлов. На данный момент я даже не знаю, но он проживал в Латвии, но потом с этих времен, последних времен, может, даже уже и в Россию приехал. Не знаю, летом приезжал такой меценат и построил храм Василия Великого. Очень такой красивый, ну, украшение села, можно так сказать. Да не можно, а так и скажем. Стоит на горе и очень, ну, практически 90% видно с каждого участка села. Вот. Ну что, друзья, посмотрели эти купола, налюбовались храмом и поедем домой. Вот так. Ну что, поедем обратно, развернемся. Дальше уже туда не будем ехать, там уже дальше через, ну, буквально полкилометра начнется деревня Тист. Она так же, как и моя деревня Боровск, объединилась уже с Нившерой, с этим большим селом. И получается, что все цельное уже. На карте нет уже нашей деревеньки. Тист, что Боровск. Нету их, но я как бы всегда говорю, что я из деревни Боровск. Так, ехать будем навстречу ветру уже, друзья. Мне сегодня очень повезло, друзья. С погодой вообще. Катюша приехала, смог выехать на улицу. И погода как будто по заказу. Как будто по заказу, друзья. Такие стихийные рынки у нас возникают. Специального рынка-то нету, и вот стихийные такие. И получается, что
могу сказать. Ну что ты лаешь, а? Что ты лаешь, а? Вот прицепилась. Она думает, что я убегаю от нее. На самом деле не убегаю. Так. Надо будет сказать Маше, чтобы она съездила обновку, купила мне, Катерине. Здравствуйте. Сейчас, все. Включил я скорость, друзья, 15 километров в час и поеду. Вообще прям обдувает прям. Так, Елена, смотрите, еще ваш дом родительский. Еще раз поснимаю. О. А потом дальше. С левой стороны прижмемся к левой стороне и поедем. Сейчас покажу еще, друзья. Вот это здание Сельпо. Такой центральный магазин. Села Нивширы. Хороший магазин. Очень популярный магазин. Ну и советских времен еще такой магазин. Советских времен еще вот этот магазин такой. Смотрите, какой большой. Все уже тоже внутри на современный лад. Самообслуживание и все такое. Это я показываю для тех зрителей, которые еще не видели. А с левой стороны вот это больница у нас. Это больница. Вот. Такая. Раньше тоже здесь были и операционный блок, родильное отделение, койко-место, палат, наверное, штук 10 было, женских и мужских, столовая и все такое. И, ну, короче говоря, настоящая была больница. Сейчас только типа амбулатория. Есть приемное отделение, но принимают как бы фельдшера. Врач, наверное, в декретном отпуске или в отпуске, не знаю даже. Врача нету как такового сейчас, именно на данный момент. Вот такая больничка. Нам еще где-то отсюда ехать километр до нашего дому. Ну вот. И вернулись мы с Нивширы. Это граница деревни Боровск. Вот эта дорога, которая пересекает перпендикулярно. Вот эта дорога. Вот эта дорога, да? И вниз туда идет дорога тоже. Вот это. Она как бы разделяется. Вот с этого метра начинается уже села Нившира. А там уже дальше мы дома. Деревня Боровск начинается. Вроде как выдержал. Это уже мы во двор заехали. Вот. Там потом на солнышко пойдем. Умка вон. Да. Все просишь сейчас на улицу. Сейчас. Погуляешь еще. День длинный. Успеешь еще нагуляться. Вот недовольная. Конечно, тут скажешь, недоволен будешь. Да, Вадимка, конечно, скажи, недовольным будешь, не пускаете меня. Да, скажи, не пускаете меня. Ну что, моя прогулка, друзья, закончилась. Прогулялся я сегодня прям вот от души, и душа радуется. Такой прекрасный день, как будто по заказу все. И Катюша приехала меня поснимать, как бы помогать мне, и... День такой выдался отличный, просто замечательно. Давно так, душу отвел, так сказать. А потом уже до хороших дней уже чуть-чуть совсем осталось. Это все уберется, бездорожье, межсезонье. Наступит май, будет сухонько, тепло, огород откроется, домашними огородными делами будем заниматься и все такое. Короче, все равно все идет своим чередом. Вот так. Ну и еще раз, друзья, сегодня я хочу поздравить вас с этим прекрасным праздником Благовещения. Пусть, как говорится, как
Архангел Гавриил принес такую весть хорошую Деве Марии, что ей суждено стать матерью Спасителя Иисуса. Также и пускай вам всегда приходят только радостные вести. Вот. Божьих благословений вам и мира, добра, любви, радости. Все, друзья, заканчиваю этот ролик такой. Ролик «Прогулка по селу». Вот. Ну и показал в основном, что происходит у нас. И зима еще не совсем сдала свои позиции. Видите, показывали, сколько же снега еще во дворе у нас. Но потихоньку весна берет свои права. И, как говорится, зима нет-нет, но все равно придется ей уступить в этом деле. Вот. Ветерок такой идет. Все, всем пока, друзья. До новых встреч, до новых рассветов. Встречайте рассветы, и пускай они всегда будут только радостными, только позитивными, только мирными. Всего вам самого наилучшего. Всем пока.